конференц-зале института собрался не только преподавательский состав, но и все работники учебного заведения. Вопросы были практически у каждого. Вначале о социально-экономической ситуации в республике в нашем городе рассказал руководитель группы Айнур Идрисов. Затем представители разных структур, входящих в состав информгруппы, отчитались перед собравшимся о проделанной работе. Вопросов у преподавателей накопилось много, и касались они абсолютно разных сфер. Состояние дорог в поселках, остановочные комплексы, освещение, работа светофоров и рост тарифа жилищно-коммунальных услуг. Есть ли какой-нибудь контроль над управляющими компаниями? Тариф вообще-то регулируется все равно правительством, сколько вложится. Управляющие компании сами не могут добавить тариф, поэтому. Еще один наболевший вопрос – лихачество водителей в черте города, в частности, несоблюдение скоростного режима. Ограничение – это 60 км в городе, поэтому даже сам факт превышения скорости более 60 км в час, то есть согласно Кодексу об административном правонарушении, более 10 км, более 20 превышений влечет административную ответственность. Поэтому вопрос по установлению ограничений, здесь, я думаю, тоже можно рассмотреть, но в основном законом он уже ограничен. Поэтому дополнительно ограничивать есть ли смысл здесь. Также могу сказать, что у нас работают приборы по измерению скорости, работают наряды ДПС. Ежедневно выходит в дневной наряд, дневное время в суточном дежурстве один наряд ГИБДД, в ночное время два наряда ГИБДД выходят, которые в том числе и работают по нарушителям скоростного режима. Преподаватели предложили установить в пределах города камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей по регистрационным знакам. Подобная работа ведется. Для выявления лихачей было установлено 10 камер, но, к сожалению, они пришли в негодность. Одним из острых вопросов стало качество медицинского обслуживания. По мнению преподавателей вуза, квалификация некоторых врачей вызывает сомнения. Руководитель группы Айнур Идрисов пояснил, что проблемы здравоохранения существуют везде, в том числе и с кадровым составом. На сегодняшний день центральная городская больница укомплектована врачами на 63%. Администрация города делает все возможное для обеспечения города высококвалифицированными специалистами. За прошедшие 4 года работникам здравоохранения было предоставлено 36 квартир. Кроме того, представители власти проинформировали собравшихся о сложившейся ситуации гриппа в республике и в городе. В Сибае случаев заражения пока нет, но несмотря на это, 5-6 классы школы номер 1 закрыты на карантин. Пик заболевания гриппом прогнозируют на следующий месяц. Встреча преподавателей вуза проходила в форме диалога, что способствовало разрешению многих вопросов. Альфия Янчурин, Дамир Хайбуль, телекомпания СТВ.